Все, доброе утро. Проснулся сегодня понедельник. Спал хорошо, 10 утра сейчас. Даже 11 уже, пока лежал, уже 11. Спал, наверное, часов 15, отлеживался. Все недосыпы, все стрессы вылечивались. Столько снов снилось. Там столько было людей из моей жизни переплетено в этом сне. Вообще, это хорошо. Значит, у меня мозг там обрабатывал всю информацию, по полочкам раскладывал. Интересно. Вот ночью дождик был. Такой не сильный, слабенький. Шел, баюкивал, успокаивал. Все, собрался. Сегодня такая сырая, прохладная погода. Вон куртку одел, бафик одел, который у меня где-то с восточного кочевья мне подарили. Отправляемся в дорогу. Сегодня надо перевал преодолеть уже. И спуститься вниз. И не знаю, что там будет внизу, какая погода. Может солнце, а может наоборот, там тучки будут скапливаться. Малыши, привет, а я в дороге еду, вон, я не видел, что вы звонили. Вы что там делаете? Игру играете? Вот сейчас здесь хорошо видно, как вот мы поднимаемся в ущелье на высоту. С двух сторон хребты, вот это ущелье идет, там река течет. Высокогорное ущелье, и потом там, так скажем, нулевая точка, и пойдет спуск уже. И реки, там речки уже в другую сторону потекут. Паровозик. А это с другой стороны уже вдали, но речка течет. Обалдеть, красота какая. Фух. Сейчас с собой взял вот такой вот сухой огонь. Fire starter. Потому что обязательно нужно. Вот сейчас вот сыровато, холодно, ничего не охота разжигать там. Здесь вот такие вот в пакетиках, типа таблеточек. Удобная вещь. Овсяночки сегодня на обед. Короче, сегодня ночь будет холодная. Там еще снег с дождем. Почти до нуля упадет. Температура, я по прогнозу посмотрел. Почти везде так. Арктический фронт пришел там. Ух, поел, сейчас чайку заварил. Вот психологический момент такой. Вот сейчас появился интернет, я зашел, посмотрел, погоду посмотрел, сколько там километров еще ехать, до этого Протхо Бэй посмотрел. И что-то как-то грустно стало, не знаю. Смотрел, что миль много, погода не такая, как хотелось бы. И настроение чуть-чуть минус упало. Поэтому лучше вообще ничего не знать на самом деле. Вот, у меня и велокомпьютера нету на велосипеде. Потому что раньше, вот когда велокомпьютер был, он постоянно у тебя перед глазами, и ты видишь, как мелькают километры, медленно тянутся, и ты постоянно на него палишь. Вот такой вот момент нехороший. Ты постоянно смотришь,
Думаешь, блин, что так медленно километры там тикают? Вот, а без него прям хорошо. Едешь себе по сторонам, смотришь, сколько проехал там, фиг его даже знает. Просто вот едешь, и вот. Поэтому иногда лучше и не знать, что там, какая погода будет. Нет, погода, конечно, надо знать, к чему готовиться все-таки. Вот, но в целом, как бы не обращать на это внимания. А километры лучше не считать в велопутешествии. Ты едешь, они идут. Просто знать вот это уже хорошо. А смотреть постоянно, чекать сколько там. Или тоже смотришь карту высот. Тоже нафиг, лучше не смотреть. Лучше не знать, какие там подъемы тебя будут ждать. Лучше ничего этого не знать. Лучше пусть это будет сюрпризом. Распогодилось даже. Небо голубое видно, прям настроение улучшилось. Чай попил, покушал. Хорошо. Подъемчики пошли такие. С градиентом прям. Непривычно. Кстати, а что за приколдес? Вот я все детство помню. Типа Аляску не продали, а в аренду отдали. Типа на 300 лет, по-моему. Екатерина притом. Я вообще не знаю, откуда это было, но вот такие были разговоры. Типа в аренду на 300 лет. Сейчас я вспоминаю это, блин, какая аренда, же продали ее с концами, и не Екатерина там, а кто там, Александр какой-то, я не помню уже, честно, в русских царях не разбираюсь особо, вот. Ну вот такая байка, напишите в комментариях, кто тоже такое слышал, а может и сейчас такие слухи идут, там же русские активизировались, вот, если и продали, то в аренду сразу, начинается такой рэкет, короче. Мошенники, блин. Тут, соответственно, дорога веселая пошла сейчас на подъемах. Зимой гранитной крошкой его обильно посыпают подъемы, и вот тут обочин практически нету. Жарко стало сразу, а солнышко вышло, припекает. А сзади-то какие тучки там. То-то же, к вечеру вроде дождик обещается. Как солнышко здесь погоду-то меняет резко, температуру. Во Флориде хоть с солнцем, хоть без солнца один хер, жара. Здесь не. Здесь спасительное солнышко. И как же солнышко преображает все-то, а? Как жить-то хочется, какими красками все играть начинает. Горы какие прекрасные. Вот так вот наша вся жизнь. То солнышко, то облака. И в этом и прекрасно. Если бы всегда светило бы солнышко, было бы скучно, бы неинтересно. Всегда нужна какая-то темная полоса в жизни. Так, солнышко вышло и что-то пока идет. Надо расщеплять солнечную панель для зарядки. А то у меня энергетика страдать начинает. Не восполняется мой пауэрбанк. Нехорошо. Рек сейчас здесь очень много. Ветер попутный, хорошо прям толкает в горочку. Спасибо, ветер. Это что такое? Когда-то, видимо, была прикольная гостиница, много номеров, большое здание. Необычно интересный вид. По сути, я уже поднялся на высоту за 600 метров. Это такое плато, можно сказать, высокогорное, местное. Вот. И
буду по нему ехать уже без таких резких подъемов. Ну, это перевал, конечно, так себе, мягко говоря, видели и покруче. Сейчас выехал на встречку, буду вот здесь ехать, просто по бокам там вообще трещины большие, прям некомфортно ехать, трясет. Здесь просто пока встречка не нагруженная, буду съезжать, если будет ехать машина. Если в Анкоридже прям лето было, здесь прям весна. Да, и здесь на высоте уже такая, я бы сказал, даже не таежная, а полутундровая природная зона. Широколиственных практически нету деревьев. До этого вот берез было много, осин всяких. Сейчас почти ничего нету. Сейчас одни хвойные. Трафик вообще редкий стал. Вот, и уже, наверное, миль 100 вообще никакой инфраструктуры нету. Вот через пару миль будет заправка первая, я по карте посмотрел. То есть 100 миль. И это по трассе до Фэрбэнкса, то есть между Анкориджем и Фэрбэнксом. Что будет за Фэрбэнксом тогда вообще? Потому что 100 миль. Такого даже в Сибири я не видел, когда по трассе ехал. Чтобы там 160 километров, ничего не было. Нет, там постоянно какие-то заправки, хотя бы раз в 50-70 километров. Какие-то поселения там с магазинчиками. А здесь вообще ничего нет. Горой населенный пункт Кентвелл называется. Вон там вышка сотовая торчит. Туда доедем, посмотрим, что там можно будет сделать. То я сегодня уже много проехал, наверное, миль под 60. Нужно отдохнуть. Смотрите, тут даже Теслу можно зарядить. Прям целая заправка, там штук 10. Сейчас тут уже все закрыто. Вон, Closet Monday, Tuesday, сегодня как раз понедельник. Я же любитель по понедельникам везде шарахаться, особенно в музее. В музее всегда собираюсь в понедельник. Да, как-то тут мертво, пустынно все. Ничего не работает. О, тут какая-то заправочка, смотрите-ка. Может, тут можно будет что-то сделать. Мне бы зарядиться чуть-чуть, потому что солнца сегодня не было. Что-нибудь попить, чайку, может, какого. Что-нибудь прикупить, посмотрим, что есть. Ландромат написано. Короче, трак-стоп тут целый. Фух. Hello. Бля, где тут все? Так, что тут вообще есть? Покушать. Фух, я чумазый, ни хрена себе. Короче, я здесь на заправку приехал, тут подключился на зарядку. Взял тут БПшечку еще. Вот. Заряжаю планшетик. Посижу немножко. Решил, короче, хот-догом догнаться еще. И спать поехать. Выехал, посидел чуть-чуть, позаряжал планшет. И дождичек пошел. Накрапывает. Надо палатку ставить сейчас. Я слишком засиделся, блин, как на заправке. Сейчас дождь пошел, по мокрому палатку вообще неохота ставить. Ну, в смысле, неприятно. И в палатке чуть-чуть мокро сейчас будет. Ух, тут какое озеро. Фига себе, тут бобры понастроили. Вон хатки бобровые.
Он плотина. Офигеть. Тут, может, и рыбка есть, но у меня удочки, к сожалению, не работает. Нерабочая удочка. Ладно, все, спать. Отдыхать. Надеюсь, дождик закончится, особо не будет лютовать. Фух, в спальнике хорошо, в шерстяных носках. Тепло. Вроде как сухо. Нормально. Главное, чтобы бобры на меня тут дерево ночью не уронили. Все, доброе утро. Сегодня холодная ночь была, 3 градуса всего показывала. Подмерз, честно говоря. Вот, а сейчас уже 10 утра. Солнышко вроде даже палатку нагревает. Так что собираемся. Ух, какой бодрячок-то на улице, а? Мороз и солнце. Так, все, собрался, поехали. Опа! Ветер сегодня встречный, блин. Холодный, северный. Вроде со спуска сейчас еду, а вкручиваю как в подъем. Красота-то какая! Классно, что солнышко светит. Холодный ветер в лицо. Вообще неприятно. Сразу вспоминаешь, где моя Флорида. О, номерной знак кто-то потерял. Ясно. Если бы у меня был бы свой гараж, я бы его себе бы взял. Сундучок здесь. Дырявый весь. 48-го года. Офигеть. Ну, как солнышко блестит. Чаечек вкусный. В кружечке этой. А знаете историю этой кружечки? Мы эту кружечку нашли на Алтае. У Михалыча на базе.
еще в 2018 году. Она была вмерзшая в снегу, лежала на земле, вмерзшая в снег. Прям с чаем. Там и пакетик, по-моему, также вот был. Просто кто-то оставил, видимо, и забыл. И снегом, видимо, припорошило. А мы его нашли, помыли, и все. Что, хорошая кружка вот до сих пор мне служит. Аляска! Алясочка моя! Так, пришло время погулять немножко. Тут трейл начинается, туда куда-то идет, а то для разнообразия устал я ездить. Велик прямо здесь, возле дороги припаркую, тут спокойно, все нормально. Ну что, пойдем? Вот вон какая тропа офигенская. Здесь уже пониже с перевала, уже тайга, таежная растительность. Не полутундровая, как на перевале самом. И уже нету смешанных лесов, как за перевалом со стороны Анкориджа. Здесь уже запах хвои везде. Ох, железку будем сейчас пересекать. Там на борту одни пожилые люди. Там, наверное, ценник такой конский, чтобы покататься до Фэрбэнкса. Только пенсионеры могут американские себе это позволить. Ну, тут вообще в Америке как бы железнодорожным транспортом никто не пользуется, а если ходят какие-то ветки, то чаще всего это в туристических целях уже.
Люблю лепить из смолы. Катышки такие вкусно пахнущие. О, как руки вкусно пахнут. Вот сейчас уже неделю в путешествии, и у меня голова потихоньку остыла. Успокоилась. Мыслей все меньше стало. Вот, наверное, вот если даже посмотреть видео, когда я сюда приехал, у меня какая-то голова суетная была, какая-то речь суетная от восторга. И вообще вот после Флориды, после вот той жизни прошлой, одна суета была в голове. Сейчас уже все спокойно стало. Я на природе стал слушать тишину. В голове уже никаких мыслей нет, негативных мыслей. Стараюсь, чтобы они просто как облака пролетали мимо, не акцентировать на этом внимание. Вот, то есть сейчас гораздо спокойнее стал. И это очень прекрасно. Путешествие, природа, это, конечно, лечит. Лечит душу, сознание. Поезда туда-сюда ходят. Здесь национальный парк Денали находится. Тут даже какая-то велодорожка есть. Немножечко. О, нифига тут. Фига тут. Зачем я сюда поехал? Ух, тут поселение. Гостиницы, точнее, и магазины всякие для туристов. Но мне сюда не надо, я дальше пойду, там городок будет. Узкая дорога пошла, сейчас в ущелье спуск. С одной стороны речка, скалы. Наберу-ка я водички, пока тут ручьев много. А то потом там город будет, и уже там немножко такая отдаляться от гор буду, равнина. Ого! Это что за ледник здесь такой? Офигеть! Вот это приколдес! За зиму вон там лед такой. Он, наверное, до следующей зимы вот так копится и не тает. Офигеть! И он реально опасный, там под ним застрянешь, потом хер тебя найдут. Хоть кричи, не кричи, хотя под дорогой вроде бы. Я не знаю, кто здесь когда остановится, чтобы посмотреть на ледник. Все, выехал из ущелья, тут открывается простор теперь. Понемножку. Ну, зайчик. Уже второго вижу. Зайчушка. Вот такое вот место нашел. На заднем дворе. Вот, короче, I'm speaking Russian. Don't scare. Вот Тейлор, красавица из Вирджинии.
Вот. Приютила меня, вот показывает тут свои грядки, как она вот помидоры сажает. Вообще умничка такая. Peas, flowers, Мгм. lettuce, Flowers. cilantro, Мгм. tomatoes, onions, arugula, Да. broccoli. Да, вот она вот на этой машине меня, в общем, на трассе остановилась. И, короче, познакомились, вот пригласила вот в этот дом. Wow. It's a beautiful lake. Wow.